Руслан Хаджаратович, спасибо большое, что вы нашли время пообщаться с нами сегодня для этого интервью, тема которого – личность первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Как известно, в этом году исполнилось 80 лет со дня его рождения, и в Абхазии этот год объявлен годом Ардзинба. В связи с этим мы пишем серию интервью, этот цикл, с государственными, общественными деятелями, друзьями, соратниками Владислава Ардзинба. И поэтому это не первое интервью в этом цикле. Да, ну, в редакции посчитали важным, необходимым записать вас, потому что вы знали его еще, в общем-то, со времен студенчества своего. Поэтому вам есть, конечно, что рассказать, поделиться интересными историями, в краткой форме. Да, которые характеризуют именно личность Владислава Ардзинба, то, что нам, в общем-то, и интересно. Ну, начнем с такой темы, немного неоднозначной, наверное, да. Просто я не буду скрывать от наших зрителей, вы просили об этом, начать с темы, которая, если коротко сказать, охарактеризовать ее, тема пророчества. Пророчество касалось начала Отечественной войны народа Абхазии. Был некий человек, но это вы подробнее расскажете, да, который говорил или которые говорили о начале войны в Абхазии, о том, что она будет тяжелая, кровопролитная, но при этом будет и лидер, который поведет за собой народ. Даже война фамилию называли будет Ардзинба. выиграна, да. Пожалуйста, расскажите подробнее. Вы знаете, такие же пророчества есть и про Лакоба. Пророчество о нашей войне я записал со слов, ну, знали еще до революции, что у нас в 92-м году будет война, старики. Ну, провидцы, так скажем. Это у меня записано, даже издана часть. И Марина Барцес записала прекрасные, очень интересные тексты. Село Атара, 42-й год. На перевалах идут бои. Немецкая разведка тайно приходит в Атару, сдала с Верхнего Кадора, покупает, разведку делает, покупает сыр, яйца, курей. Вот только 3-4-5 лет назад начали об этом рассказывать. Щедро расплачиваются и уходят. Рядом село Халдаба. В 41 году по распоряжению землячки были переселены в Халдабу почти 1000 дворов миграции. В селе Атара остались только женщины, старики и дети. Все мужчины на войне. Ну, народ изнеможен. Слышится артиллерийская стрельба, доносится канонада, вернее. Был такой Кадыр Хурхумал, старец-провидец. Ему было далеко за 100. Он был уже такой сгорбленный, но душа в нем теплила, сердце работало, мысли были ясны. Он собрал всех детишек. А ребенок то, что ему скажешь, никогда не забывает. Слушайте, говорит, я до этого не доживу. Вот этот, говорит, на перевале сидит Алымса, говорит. Через 3 года, говорит, Аурус его, говорит, пыхазный год, разгромит его. Вот здесь рядом, говорит, находятся мигрельцы, говорит, их привезли, говорит, с Грузии, поселили, говорит. Пройдет 40 лет после войны, свыше 40 лет, говорит. Появится абхазец, который свыше 20 лет будет работать в Москве, в России. Будет очень продвинутый, умный человек от Бога, как говорится. Он возглавит Абхазию. Через год никого их не останется здесь. Запомните, мои дети, он дважды, трижды повторил. Я когда это услышал 3-4 раза, тоже заставил рассказать это и записал здесь, потом на бумажку записал. А вы от кого это услышали? Очевидцы. А потом штук 10-15 таких же пророчеств нашел. Разные люди мне рассказывали, и моим друзьям рассказывали. Даже фамилию Ардзинба называли. Ардзинба Дайвод. Я сейчас Ардзинба Дайвод. Многие это не понимают, что судьбы человеческие решаются наверху. Есть люди от Бога,
Вот Владислав был человек от Бога. Ну, известно, что вы знакомы были еще со студенчества, да? Вы были студентом, он уже был аспирантом, если не ошибаюсь, да? Вот как произошло ваше знакомство и какие впечатления? Мне о нем очень много рассказывал мой товарищ Рауф Ибжнов. Рауф учился здесь 2 или 3 года в институте, потом поступил с нами в Москву. И была такая женщина, о которой, кстати, мало говорят, но очень боевая, очень смелая, очень образованная. Мериновха такая была женщина. Но она нам была как старшая сестра. Мы же тоже были хулиганистые немножко. Всякое бывало. Но как абхазцы говорят, она отзлыжзомст. Рауф то же самое говорил. Потом мы услышали, что он был в Турции на конференции. И у нас в Москве было землячество. Оно еще существовало с 20-х годов. И Володя Анкваб у нас жил в общежитии, очень он был энергичный, вечная память. И мы в нашем общежитии Литинститута человек 40-50 абхазцев собрали, аспирантов. Даже фотография есть в обстановке за 69-й год. И Славика, естественно, пригласили, и вот он рассказал о пребывании в Турции. Ну, для нас это было как бы Жанбаштхара, потому что я лично мечтал, как найти контакт с зарубежными абхазами. И вот он привез нам, показал абхазский календарь, изданный в Турции Умаром Бегом, название месяцев на абхазском языке и с фотографиями все видных деятелей абхазского происхождения. И вот он рассказывал, как его встречали, как подошли к нему абхазцы, Робсума, Сапсур, ну и пошло. Потом туда пригласили, сюда пригласили, интересовались нашим бытом. Никто тогда ничего не знал, Да. фактически. А его поездка была связана с его аспирантскими делами, да? Да, доклад он читал, и поездка по Турции, где были памятники древних хетов. Это все он очень подробно рассказывал, а потом мы все, Юра Аргунчичка Колбая, Славик Арценба, Котик Думава, ну, Володянков, естественно, Шотик Зухба, Гумбаражден, старшие были, автобус заказали, мы поехали в Загорск, ну, где находится сокровищница патриархов российских, это очень богатые вещи, и вообще ансамбль очень интересный в церкви. Ну, я бывал там в Загорске до этого, но мы все поехали, абхазцы. Валерий Кашуба, вечная память. Там еще 2 абхазцев нашли, Аргун и Хагба. И пообщались очень тепло, очень дружески. И, знаете, вот одна из встреч, которая остается на всю жизнь. Ну, мы начали общаться, конечно, нам интересно, молодые были. Приезжали в институт востоковедения. Узком Триагу был Роман. Сейчас такого мало. Сейчас думают, что Руслан имеет, что с него выжить. Ну, условно говоря. Вот он сразу своим обаянием взял нас. Вот своим обаянием. Вы упомянули календарь, который там был издан. Он есть до сих Вот пор. эти названия месяцев, которые там были, они с нынешними совпадают? Я их опубликовал. Названия, они опубликованы. Апшнагаби гора, Заазасангар, большая книга. Там свыше 500 текстов из Турции. Вот то, что он мечтал получить, я не успел завершить ее, но только через 7-8 после его ухода я сумел издать ее. Вообще у меня 15 вариантов названия абхазских. Кандидатская. У него шефом был Коростовцев Михаил Александрович. Ах, как он Абхазию любил. Египтолог, крупнейший в Европе. И Владислав, вот я его слова помню. А ревизор говорит, Хацат Хамадзем, института, говорит, Акихер Ханчайт. Вот его слова я на всю жизнь запомнил. Ну, вот, человек слова твердый, он один из тех,
кто дал рецензию на книгу Иналы по вопросу этнокультурной истории Абхазии. Ну, такой был в хорошем смысле слова патриот Абхазии. Он работал в Институте Востоковедения? За его отдел сектором был его. Шефом его был этот Иванов Вячеслав Всеволодович. Фактически его принял Коростовцев. Он очень хорошо Абхазию знал. И сейчас со времен Лакоба, как сегодня помню, кафе «Рыбка» на площади Дзержинского. Так тепло мы посидели на всю жизнь. Что хочу сказать, на его защите мы тоже присутствовали, конечно. Ему и Георгию Колобая профессорский коллектив аплодировал стоя, больше никому я не встречал. Ну, очень тепло о нем говорили, шутили, особенно Иванов шутил. Коростовцев, он был мужик, он как будто в Абхазии родился. Мы его на 4 марта тоже приглашали, Михаила Александровича. Ну, после защиты периодически мы стали наезжать, ну, встречаться, это естественно. У меня были свои интересы какие-то, я уже, извиняюсь, что говорю, уже у меня пошли контакты с нашими зарубежными братьями. Они продолжались до 89-го года, с 70-го года фактически. Большие связи у меня очень были большие. И когда мы окончили институт, я поехал к нему, говорю: Владислав, что мне делать? Может, в Москве остаться? Говорит, езжай домой лучше. Потом, говорит, время покажет. Ну, потом, после армии я начал работать в музее. Музей у нас в прямом смысле слова был очень прекрасный коллектив. Ну, в чем была особенность? Сейчас вот вы говорите, скажу, да, чуть подробнее. Еще раз подчеркиваю, Ауар Гублон. Это раз. Очень образованные были. 2. 3 большие патриоты. 4 Ацкий Рагадзовас исключается. Во всех делах были первые. Абхазских незаметно, без рекламы. Вот и коротко перечислю, чтобы люди знали. Ермолай Адинджел, Коля Шинкал. Такого образованного абхазца я не встречал. Это тот самый, который вот когда горел, когда сожгли, да? Подстрелили его. Архив, да. Алик Абрегов, Юра Аргусевич Аргун, Витё Савицба. Попозже пришли молодые. Даурам Кваброма Гвинджи, Мушни Хварский, Павел Сазба, Толик Кварчи уже попозже. Ну, наши женщины были нормальные очень. Мы все, как говорится, пщукаичество штак из Стахусов. И когда Вова Куцния, когда мы подписали письмо в 1977 году, весь коллектив, конечно, подписался. Это что за гнездо? Там шум такой был. Дело не в этом. И он всегда приходил не к нам. Но вам давали спокойно работать? Вот вы говорите, вы были такие активные в абхазских вопросах. Вот преследований таких вот вы не чувствовали? Там было много фокусов, мы свое делали. Ничего не боялись. Абсолютно ничего не боялись. Я хочу сказать, что интересно. По долгу службы, работы, музей получился, это единственное учреждение было, которое приносило доход Министерству культуры. Огромные деньги, 400-500 тысяч, представляете? Доход. Ну, это я понял и начал заказывать литературу из библиотек Ленинграда и Москвы. Сотни, тысячи текстов книг в виде микрофильмов, фотокопий приходили ко мне. Но все, что, вот, кажется, душа желала, Владислав это знал. И всегда надо мной подшучивал. Я делал картотеки, работал. И один раз он приезжает, я, говорит, командировку приехал. Я говорю, надолго, на 2 месяца. 82 год, когда он в Хопах копал. Я говорю, тема какая? Он назвал тему. Я говорю, это есть, говорю, это есть. Да, говорит, а этого нету. А где найти? Я говорю, Райштоп здесь лежит. А это есть? Он говорит, ну, он литературу знал прекрасно. Есть, а это есть. Говорит, зачем нам Ленинская библиотека? Он так шутил. И он видел, что мы относимся крайне серьезно к работе.
когда он уже стал директором АБНИ, что он говорит, будем собирать весь материал, только не повторяться. Вы одно, а мы другое. Ты будешь заказывать в АБНИ и для музея. К сожалению, то, что было в АБНИ, сгорело, а в музее процентов на 85 сохранилось, даже 90. Вот вы сейчас упомянули раскопки, то есть вот такие рабочие экспедиции, да, чисто профессиональные. О них можете рассказать подробнее? То есть как и где это происходило? Это в Хопах параллельно он делал. Там эти мушнира, они копали, а его очень интересовала мегалитическая культура дольмены. Да. И они раскопали дольмены, которые были известны еще во второй половине 19 века. Ну, русские там копали, офицеры. Дольмены это они раскопали, шикарные. Находки были блестящие, он был доволен. Но больше всего его интересовал этнологический материал. И вот он ходил, беседовал со старушками, с пожилыми людьми о культе железа, чеше, и записывал очень интересные материалы. Да, его же работа тоже есть. Это блестящая работа была. На самом высшем мировом уровне, я отвечаю. Он всегда с теплотой строил Маши Кварцтапха. Она просто великолепная, у нее память была идеальная. И у нас часто были научные споры, ребята просто его обожали. В прямом смысле слова. А о чем спорили, вот интересно? Научные споры. Научные. Это, как говорится, Нарта Аронович Юзов не кончается. И что интересно, он меня спрашивает, Руслан говорит, Тургутула его обсудит, но они Ирдрома, говорит, Нарта. Конечно, знает, у меня пару текстов было. Да, я потерпи немножко. В общем, связался я с нашими соотечественниками. Через месяцев 7-8-15 текстов я ему переслал. Он как ребенок радовался. Поймите. Потом он обратился ко мне, соединяясь там, говорит, Руслан, говорит, надо... Он вообще хотел Нардскейпа создать, потом Зураб занялся. Зураб еще молодой был. Обри текст у Дрома, я там не мог найти. Я говорю, отвечаю. На грузинском шрифте нашел. Он говорит, как ты нашел? А что читать? Я говорю, я начал читать, грузинский шрифт. Интересно ему стало. Они где-то текстов 200 с ним собрали. Хотели потом молодых подключить. Потом, когда уже Зураб занялся, ему все передали. Он молодец и стал. Вот сейчас 7 томов. А вот эти тексты, извините, вот просто дополнение тоже, дополнительный вопрос, интересно, которые вы собрали, говорите, да, около 15 в Турции, да, они как-то пересекаются с текстами здесь? Есть, которые пересекаются, конечно. Есть, которые очень крайне оригинальные. Например, о битве нартов с драконами. Это гениальная вещь просто. Я ее не поленился, на русский язык опубликовал, но с абхазцем мало кто читает, она опубликована. То есть здесь никто об этом не рассказывал? Гулшат Шишес есть. Да. Но как он освободил мир от чудовищ, гениальная вещь. И у меня много было записей народных песен из Турции. Он всегда шутил, говорит, абреки поют. Я шутил, я не заходил. И всегда по делу. И всегда вот то, что он хотел, без проблем в течение 10 минут или срок заказать, месяц-полтора. Он очень любил обращаться, ни разу мы его не подводили. И вот он начал директором АБНИ работать. Интересный случай, который мало кто знает. Я поехал в мать Гудауты проведать, потом вышел в город. Мои друзья сидят в центре Гудауты. Экскурсбюро Баграт Гицма, Меджика, Ачиба, Мушни Хварске, с ними дружил. И они с юмором были, Рабаша, что говорят? Что случилось? Они что, тебе напрасно в Сухуми держали? Что случилось? Затягивали. Грузины на Анакопии. Какая Анакопия? Какие грузины? Грузинские ученые изучают Анакопию. Вы что, в Сухуми ничего не знаете? Короче говоря,
такси ловит, сажает меня в такси. Поедешь к Владиславу, говорит, доложишь. Я приехал к Владиславу на такси, вышел. Ну, Аббас, так, хорошо, говорит. Завтра к 10, говорит, с ребятами будешь здесь. Ну, подойди к институту, ко мне. Я обратно на такси в Афон Гиви привези смотр. Гиви сообщил, потом ребятам сообщил. Они же, я юморист, вечная память. Вот сейчас вот скажет Руслан, говорит, никаких юмор не забыл, что удаются не гостеприимные. А меня поволокли шампанское, пару бутылок выпили. Я приехал, без 5:10 я был у Обни. Смотрю, они все подъехали. Мушни, Баграт, Мечи, Джиба, Гивик, Смарт, Мушни, Хварцкая. И мы поднялись наверх. И он выходит, целый Шамид обнял всех, чай. Смотрим, сидит делегация грузинская, с ними старик, профессор, ну, с такой ненавистью на нас смотрят. Старик-то умнее, но они с ненавистью смотрят. Мы сели напротив. Ну, злые тоже, конечно. Он говорит, тут старик встал, ну, профессор, какой он, Камет, все знает, в Венгрии удрынил церковь на 200 лет. В Венгрии даже этого не знали. Да, он это все, что мы абхазцев любим, уважаем. Он сам молчит. Ну, только он перерыв сделал, он говорит, послушайте, когда вы прекратите вражеские набеги на Абхазию, он это головной институт, говорит, отметьте здесь. Мы говорим, да, людей не будут вас сопровождать, больше ничего. Что вы приезжаете? Что за набеги, говорит? Отчера на Абхазии. Сидим, молчит, смотрю с такой ненавистью. Эти другие молодые были смотрят, они же абхазцев не видели никогда. Разговор пошел туда-сюда. Он говорит, я еще раз повторяю. Если в экспедицию вы приезжайте сюда, говорит, отмечайтесь с нашим человеком, будете изучать. Это Абхазия, это головной институт. В общем, Соломон хлебавший, они развернулись, ушли, он говорит, спасибо за ваше терпение, за то, что вы не сорвались, обнял всех. Но с альта решал, что даже не задумываясь. Я хочу отметить, 88 год особенно, сессия этнографическая была организована. Тезисы в том же году были изданы. Он вызвал меня, говорит, ты, говорит, должен выступить. Он говорит, по зарубежным соотечественникам. А я и взял. Ну, я сделал вид, что выступил, но не выступил. Он вычислил. Сессия закончилась. Всех ученых собрал со всего Союза. Сейчас выступит, я ничего не знаю. Наш такой-то назвал меня по имени, по фамилии раз. Ну, у меня доклад был, и так в голове все было. Выступил. И потом Алан Чичиев, я извиняюсь, который первый раз поддержал тогда взрыв, обратился с письмом, дорогие абхазские братья. Он говорит, с каким уважением и любовью на вас смотрел, говорит, как поддерживал. Ну, вот эта теплота у нас на всю жизнь сохранилась. Ну, сижу на работе, сижу на работе. Ну, у меня всегда, я день и ночь работал, день и ночь гулял, но работал много. И ко мне секретарша заходит, говорит, Уйтахуб, говорит, вызывает в Обни вас, Владислав Григорьевич. Думаю, что я натворил? Ну так, иногда безобразничаешь. Ну, в хорошем смысле слова. Пришел рано, конечно, минут на 10. Поздоровался, обнялся, я обнялся. Я сажусь, ну зачем, ну не могу, смотрю список, пах, я догадался. И заходят наши ученые, там Воронов, Славик Лакоба, Шамба, Иналы, потом все ученые. Мы должны составить учебник истории Абхазии. И каждому поручил руководство, взял Славик Лакоба, насколько я помню. В течение года фактически учебник был издан. Без проблем.
каждый свою главу имел. Это была его инициатива издать. Никто бы никогда не сделал. А потом, когда война началась, у меня был учебник. По этому учебнику в Гудаутах переиздали и по школам распределили. А после войны ко мне мигрельцы привели, абхазцы ребята, которые не воевал. Он весь наш тираж засыпал стружками, там, бумагой, сохранил. Сказал, где я передал и распространили по Абхазии. Мы очень дружили. Да, у нас даже был такой проект, очень мало кто знает. Мы хотели создать Даур Зантариева инициатива, не только его, от Гуры Панасу. Ребята, Владислав был включен, даже Фазиля включен, ну так номинально. Абхазская энциклопедия. Все, что есть о Кавказе, об Абхазии, начиная с Италии, Англии, Германии, Франции, арабских стран, Турции, потихоньку, чтобы собрать в Абхазии и перевести в систему. Это перед самой войной. Мы бы очень большое дело сделали бы, и сейчас бы не ныли, не плакали бы многие, потому что были единомышленники, молодые, ничего не боялись. Связи уже были, нашли бы, а он сразу это, он понимал, сразу поддержал. Но с другой стороны, видите, с началом войны архив-то весь и сожгли тоже. Мы... А знаете, что с архивом произошло? Мы увидели весь архив форума. Я-то по жизни думаю, раз война началась, если мы вывезли архив форума, значит, наш архив вывезли, музей вывезли, а мне вывезли. Как нормальный человек думает, что все поступят так. Потом в Гудаутах через неделю встретились, говорит, Руслан, а как архив, а как музей? А что, не вывезли, говорю? Угорщись, действительно. Да. Ну что, немножко была паника, я же видел, не везде, но была немножко. Да. Это нам помешало. Руслан Хаджиратович, вообще говорят о Владиславе Арзанбе, что он был таким очень строгим руководителем и директором института. Его даже чуть побаивались, очень требовательный был. Нет, что об этом можете сказать? Слушай, понимаешь, вот сейчас скажу вам, я тоже был не подарок, извините за выражение, но он ценил то, что нашу искренность. Однажды он говорит, Руслан, ты не мог у меня ребят найти, говорит, с Ермолаем. А тут виноград. Какие проблемы? Я говорю, муж Ермолай, Сара, в общем, поехали, поработали. Отец, какие умные глаза у отца его были, если бы вы знали. Он с нами сидел, потом нас запорожцы своим развез нас по всему Сухому. И музей. Мать, боже. Надежда Шабановна, вот она, знаете, что рассказала? Коротко очень скажу, но это очень мало кто знает. Его прабабушка Куджба, Хамида из Куджбаяшты. Ее старшая сестра Хамиды была Алмаз Куджба, бречка абхазка. Абджак, она была неуловимая. Из-за предательства погибла, похоронена там. А бабушка была Лышба. И в 1926 году, бабушка была одна дома, кто-то начал приходить. Я хорошо эту историю помню. Она пошла, взяла разрешение на оружие. Мужа не было, он куда-то уехал в командировку. И снова кто-то вокруг дома начал крутиться, она выскочила, Арбана. И смотри, идет на нее огромное существо, глаза как угли сверкают, вот так вот, как прожектора. Лесной человек это убил. Она открыла огонь, не растерялась, ранила его в ногу. Он побежал, она вдогонку открыла огонь. Потом через месяц она назвала это село Верхний Аджарий. Охотники аджарцы добили его и провезли на Ордыне, на Арбе, по всему Батуму. Это реальный случай. То есть это мама Владислава Арзанба рассказала, да, историю? Конкретно она сама фактически свидетельница была, маленькая была. Да. А Ермола
Он потом привез одного парня, который заснял, но, к сожалению, пленка во время войны погибла. Но я так запомнил. Это мало кто знает, кстати. Ну, Ермолай эти вещи очень великолепно понимал просто. Ну, вот почему это рассказываю? Потому что Ахат Сарач Талаев, он был ученым, он был очень мужественный человек, огонь. Дух имел, ну, ко мне, он почему-то, вот, я слышал, там всякое про меня говорили, он говорит, Руслана не смей трогать. И наезжал. И там, вот его родственники мне близкие рассказывали. Дело не в этом. Так я стою один раз. Ко мне подходит какой-то парень, крепкий, такой высокий. Вас завтра Владислав ждет в институте, тогда во мне равно сидел. Резиденция была. И такой. Ну, я оделся, постригся, даже пришел заранее на 5 минут, сели, шутим. Не могу понять, что он хочет. Ну, быстро вычислял. А он сигарету у него беру, нас закурил, ну, в очень близких отношениях были. Просто я не показывал это никому. Что-то предложил Владислав. Я никогда не смогу быть чиновником. Я люблю гулять, ты знаешь, могу и похулиганить, ну, так мы шутим с ним. Потом мне говорит следующее. Он знал, чем я занимаюсь, все знал. А эта работа готова? Я говорю, да. А это готово? Я говорю, да. А третьего, то, что я говорил, фольклорный материал абхазовой инструкции. Я говорю, Макяна Хира Сачу. Еще не совсем. Ну, еще дорабатывать надо. Можешь на стол положить первые 2. Какие проблемы? Я принес ему через день. В общем, зачем долго говорить? Абхазия периодической печати России, вот 2 тома, да. Нормальные, которые я готовил, заказывал литературу повсюду. Выше благодаря ему никогда бы этого не было. Последняя наша встреча произошла как еще? Тимур Ачук ко мне подходит, говорит, он хочет тебя видеть. Срочно. Я говорю, ну он же болен. Он просил привезти тебя, говорит, обязательно. Ну хорошо, пошли. Он, когда меня увидел, как начал смеяться. Ну, мои фокусы, там, как я гонял чиновников, начал вспоминать, шутить, ну, аж чуть ли слезы не идут. Обрадовался, как ребенок. Потом обосрать, выйти всем. Что такое? Вышли все. И он говорит, ты можешь вот эту работу сделать? Я так, стоп, Владислав, говорю, дай подумать. Он прикинул, отвечаю, говорю, сколько надо? Я говорю, около года, месяцев 12. Я так думал, только чтобы никто не знал, чем я занимаюсь. И вот работа вышла Абхазия, посвященная Абхазии документы истории 17-21 год, посвященная Народному совету Абхазии и Абхазскому народному совету. 200 документов. До этого то, что не хватало, сгорело в архиве. Царство небесное, вечное, Руслан Ходжа издал. Мы друг друга, у меня больше, в общем, дополнили друг друга. Вот если бы не он, никто бы это сейчас не сделал. И поэтому прощал мне мои эти всякие фокусы. Но один раз ко мне обратился один человек, я не пользовался нашими знакомствами, нашими отношениями, я не пользовался. И ко мне вдруг приезжает племянник, и Руслан говорит, так и так. Я говорю, что случилось? Он показывает ружье абхазское, ну шикарное, абхазское. Оторвовцы сделали в первой половине 19 века, до сих пор работает. В серебре, там слоновая кость, но отделка шикарная. Русские генералы хотят купить, а парень говорит, не хочет, он инвалид, ему деньги нужны на протез, ну и так на лечение. Ты мог бы, ты же Владислава знаешь, они знали, что я его хорошо знаю. Какие проблемы? Они меня посадили в машину, приехали, я никогда не знаю, говорю, передайте, что Руслан Гожба с ружьем. И он немедленно наверх, в общем, он поднялся.
Как увидел, обрадовался, он же меня не видел практически. Аризу я. Арябсо шаг, рожаю всех этих чинуш собрал чиновников. Вот видите, чем абхазцы воевали и побеждали, а нас шаг в 16 кило. Ну, зашли в шартах и говорят, шадах. Ну, царь назвал, пошутили, 600 ну, выписали там. Вот смотрю, он соскучился по человеческому общению. 2 часа меня не отпускал. Вот о работе, о близких, чем я вижу, что он скучал по своей работе, но, к сожалению, это вот наша дыбы, вот он дыбган. Да. А когда вот последний раз, он грант, там не шло, обходя документы, историю, это, он гранты успел прочесть, она в 2010 году вышла. Вечная ему память, понимаете? Еще раз говорю, этот человек просто не понимает. Он был ниспослан сверху. Мы столько намучились, наш народ, что... Во-вторых, мне один человек спросил, Руслан, что вы больше всего в людях не любите? Я не задумываясь сказал невежество. Потом этот человек снова через месяц в 8 меня переспросил. Я то же самое ответил. Что? И этот человек меня расшифровал. Ну, молодой очень. Все правильно сказал. Он был глубоко образован. Агуагиман. Абсолютно дочинцаон. Такие люди рождаются. Действительно, такие люди, как говорится, раз в 100 лет рождаются при его глубоком аналитическом уме, очень глубоком. Он вот так, когда с ним говоришь, ну, по теме же говорю, он на опережение шел, и видишь, что уже мысль улавливалась иногда. Если тема ему была неизвестна, скажем, он умел слушать и делал выводы сразу. Ну, человек блестящий, подготовленный был. Ну, и, конечно, он был романтик, идеалист, иначе без этого победить невозможно было. Но потом все дальше учения, знаете, что было. Вечная ему память. Но то, что его появление было предопределено Всевышним, если вот это абхазцы поймут, у нас будет гораздо меньше проблем. Надо любить, защищать, никому не давать нашу дорогую Родину. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за это интервью, за ваши воспоминания.